Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Алейкум салам, Ичкерия Лайф. Так, видно меня? Не видно. Добрый вечер. From the mountain. Ага, добрый вечер, from the mountain. Добрый, видно и слышно прекрасно. Супер. Значит, все отлично. Опоздал на 1 минуту, Инжирей Косов. Нет, у меня вот на часах ровно 12 здесь. Ой, 9, 21:00. На технике. У меня на телефоне показывает на минуту отличается. Так что вроде включил вовремя. Рамзат Магомед. Аслам Мокшдуйшу, Мокшду дал Бухастам. Здоровы ли, спрашивает Рамзат. Все отлично, Рамзат. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. На кого напили? На кого напили? Ага. О чем будешь говорить, что обсуждать? Ну, как обычно, буду отвечать на ваши вопросы. Конечно же, начнем будут некоторые свои темы, которые я подготовил, да. Хотелось бы поговорить сейчас, нас чуть-чуть соберется. Минутку подождем. Напали, скажи. Ага. Напали на Маусара Эскирханова, напали на Минкаила Мализаева. Ну, раньше напали. Сейчас последнее нападение было на Маусара Эскирханова. Не знаю, как точно все это было, но были проблемы, что на Мансура Старого напали. Есть такой блогер. На него тоже было нападение. Не знаю, чем это все у него там закончилось. Он живет в Бельгии. Ну, я знаю то, что случилось с Михаилом Мализаевым и то, что случилось с Маусаром Эскирхановым. Давайте тогда обсудим вот этот вопрос. Это очень важно. 8 июня 2019 года, когда мы были на митинге, нам было сообщено, что на Маусара Эскирханова совершено нападение, и он получил несколько ножевых ранений. Ни для кого не секрет, что Маусар Эскирханов является противником оккупации нашей страны при всех своих плюсах и минусах, при всех своих разных подходах к разным ситуациям. Маусар Эскирханов беженец и пользуется равными правами, как и все здесь. Если же Маусар Эскирханов кем-то помешал кому-то, да, ну ничего не стоило там выяснить с этим человеком, ну, просто на кулаках этот, да, если там честь задета, выяснить на кулаках это дело. Но почему-то на этого молодого человека, на физически не очень крепкого человека совершено ножевое нападение с применением холодного оружия. Полиция его сейчас скрывает. Сейчас уже полиция начала понимать, что все-таки все серьезно. Хотелось бы выразить по этому поводу обеспокоенность. Ранее мы знаем, что на Минкаила Мализаева было совершено нападение в его квартире прямо. Он тоже является критиком путинского режима во временно оккупированной Ичкерии. Затем Минкаила Мализаева пытались похитить и так далее. И вот я бы хотел бы обратить внимание немецких властей, что если вы не будете принимать во внимание такие моменты и ждать, пока случится то, что случилось с Маусаром Эскирхановым, что случилось там с другими, с тем же Минкаилом Мализаевым, который сейчас вроде бы следствие ведется по поводу попытки его похищения, но мер принимается недостаточно, скажем так. Хотелось бы по этому поводу обратить внимание немецких властей, что
соблюдение принципа свободы слова, да, который мы выражаем. Недавно, пару дней назад, по-моему, Кадыров Рамзан сказал, что он будет ломать пальцы тем, кто печатает в интернете про него плохое, и вырвет язык тому, кто это так говорит. Нет сомнения, что пальцы они ломают, нет сомнений, у меня есть много этому доказательств, нет сомнения, что они вырывают языки, бьют током так, что из ушей и глаз идет кровь и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы немецкие власти реагировали не тогда, когда произойдет какой-то несчастный случай, а понимали, что дело имеют они с террористическим режимом, однозначно, да, пока еще в силу разных дипломатических отношений никто не хочет прямо произносить вот эти слова, но это так. Не только является Россия спонсором терроризма, Россия является сама террористической организацией, и в частности КГБ, ФСБ является террористической организацией. И этому масса подтверждений, масса этому доказательств. Поэтому вести диалог какой-то, снимать санкции, да, за агрессивную войну против Украины, это, я считаю, абсолютно неверно. И считаю, что Германия должна в конце концов определиться. Важно основные принципы демократии, да, основные ценности демократии, на которых строится западная цивилизация, и которая благодаря этому становится вот такой привлекательной и отличной. Понимаете? И если Германия перестанет соблюдать эти принципы, то даже отчасти, да, и эта отчасть, это она на самом деле не маленькая отчасть, да, это небольшая, там, ну там, закрыть глаза на какие-то шалости или на какие-то нарушения прав человека, это категорически не так. Россия совершает военные преступления, Россия совершила геноцид во временно оккупированной Ичкерии. И сейчас нам здесь затыкают рты. Здесь нам нельзя говорить, нам здесь нельзя думать, нам нельзя уходить на митинги, нам нельзя ничего, что где-то там сидят какие-то бандиты, террористы, и нам запрещают. И при всем при этом кто-то пытается сделать эту страну какой-то рукопожатной и нетоксичной. Это не так. Со всей ответственностью заявляем, что это не так. Это преступная страна с преступным руководством, с преступной системой. Страна Россия является для западного человека, может показаться, что это является какой-то страной. Нет, это не так. Россия является симулякром. Правоохранительные органы являются симулякром. То есть они симулируют работу правоохраны, охраны права. Это не так. Ни спецслужбы, ни суды не являются правоохранительными, не являются настоящими, какими должны быть, в каком представлении относится западный человек, да, здесь воспитанный, здесь выросший, здесь смотрящими на мир вот глазами западного человека. Это не так. Для вас, наверное, это трудно понять, но довожу до вашего сведения, услышьте нас. Это не так. Так что вот хотелось бы по поводу этого случая рассказать про нападение. И я считаю, что немецкие власти и должны более внимательно относиться к защите беженцев. Маусар Эскерханов находился в том же месте, где ему ранее угрожали ножом, его там перекидывали, и там достаточно нет чеченцев. Да, вот нам так объясняют, что ну там нет чеченцев, это дело не в чеченцах, не надо всех чеченцев бояться, да, и не нужно делать вид, что вот все чеченцы хотят убить там Минкаила Мализаева и Маусара Эскерханова. Нет, это не так. Есть конкретные люди. Я имею подозрение
по поводу того, что вот немецкие власти скрывают, где сейчас, в какой больнице находится Маусар, он сейчас в тяжелом положении, в тяжелом состоянии. Есть основания полагать, что это есть не просто какое-то сведение личных счетов, а вот именно запугивание, да, взяв самого слабого, легко доступного для нанесения удара, взяли, вот нанесли по нему такой удар, чтобы остальные испугались. Ну, конечно же, никто не испугается, но при всем при этом немецкие власти соблюдали, как бы спрятав его там в этом общежитии, нет чеченцев. Там как-то был ролик про этого на Deutsche Welle, по-моему. Нет, на другом канале русскоязычном. Нет чеченцев, и поэтому в безопасности. Ну, кадыровцы или российские спецслужбы могут вполне спокойно дойти до любого места, вычислить и нанести удар. Так что вот такие вот дела обстоят пока со свободой слова иммигрантов из Чечни, из Ичкерии. Перехожу к вашим вопросам, да, потом затронем еще тему. Так, по поводу, тут говорили, там, Рубати там совершила нападение на Маусара Эскерханова. Это абсолютнейшая ложь. Рубати Мицаева находилась 8 июня на митинге, и при мне ей позвонили, и при нас, да, не только при мне, при мне позвонили и сообщили, что вот на Маусара Эскерханова совершено нападение. Поэтому это все слухи, домыслы. Кстати говоря, это также является подозрением на то, что сразу запустили этот слух, также является подозрением на то, что это не просто бытовой случай, когда Маусара пырнули ножом. Это очень подозрительно, так как полиция сразу же спрятала Маусара. Значит, это не бытовой случай. Ну, не такой уж бытовой случай. Ну, есть вероятность, что это не бытовой случай. И то, что сразу был запущен такой слух, аудиосообщение по WhatsApp, что это Рубати Мицаева совершила нападение на Маусара. Это тоже, мне кажется, отведение в сторону от основной, от основной версии, да, нападения на Маусара. Кстати говоря, когда случилась попытка похищения Минкайла Мализаева, я съездил к нему туда, мы сняли видеоролик, я выложил этот видеоролик, и пошла просто волна, огромная волна сообщений, что это не была попыткой похищения, что это он сам инсценировал, и как будто люди непосредственно там находились. Огромное количество было вот таких сообщений, и это говорило о том, что сразу же отводилось внимание от тех людей, на которых сразу же объективно, да, вызывает подозрения на этих людей. Если же они этого не делали, то зачем же им так говорить, что это была инсценировка, да, возникает вопрос. Так что вот такие вот дела. Будем наблюдать за ситуацией, будем внимательно смотреть. И будем надеяться, что немецкие власти примут меры для предотвращения и предупреждения впредь таких случаев. Так, давайте немного поотвечаем на ваши вопросы. Так, Чубор, Аслан, говорят, что Россия начала войну, я согласен, но согласишься ли ты, что в Чечне было невежество, но без убиения кого-то, как говорят русаки? Я не совсем понял, конечно, невежество было и есть. Причем есть невежество
с таким умным видом, с такой самоуверенностью, да, люди такие вещи говорят, что просто ты удивляешься, абсолютно невежество. У оболочки такая уверенность, как будто ты все знаешь. Вот так люди у нас некоторые себя ведут. Потом надо еще учитывать то, что в последнее время, да, в связи с активной, с большим, ну, сильным развитием интернета, работают тролли, да, и специально ведут против нас там свою пропаганду. Надо быть очень аккуратным. Россия является врагом не только мусульман, но и всего человечества, говорит Маждада. Абсолютно с тобой согласен, Маждад. Конечно же. Россия, сегодняшняя имперская Россия, является абсолютным врагом всего человечного. Это факт. Так, Руслан Волков. Мунепш выглядят ничтожно на фоне чеченской ОНА Рубать, и поэтому они тут стараются выразить свою ненависть к ней. Да, ну если же кому-то не нравится Рубати, если человек не на содержании у кадыровцев, там, у русских, да, кадыровцами я их не хочу называть, это русские, кто работает на Кадырова, тот работает на Россию, на русских, у них звания российские, у них зарплаты из бюджета России приходят, они носят оружие российское или там работают на Россию. И самое главное, они интересы России проталкивают, да. И эти люди постоянно рубают и рубают и рубают и рубают. Ну не нравится тебе рубать, ну замолчи просто и все. Что, чем тебе это рубать? Вот вся Ичкерия должна разрушиться, потому что Рубати какого-то там не мужчину послала там в грубой форме. Мне тоже это не нравится, что там Рубати так сказала. Но если это мне не нравится, то я не должен об этом говорить. Если тем более этот мужчина заслуживает. И тем более Рубати, она больше мужчина, чем женщина, понимаете? Она видела то, что некоторые мужчины не видели и не осилили бы. Поэтому постоянно Рубати, вот есть Рубати, поэтому то раньше Закаев не нравился, теперь Рубати не нравится. И все это делают вот эти люди, которые ведут античеченскую деятельность, да, антигосударственную деятельность. Поэтому Рубати, оною йолч адит. Так, Алена Павленко. Доброй ночи. Аслан, вы видели выпуск Deutsche Welle на русском? Там такое еще название чеченская мафия в Германии. Какой такой бред? Что скажете? Да, кстати говоря, Алена Павленко, я видел, добрый вечер, доброй ночи, добрый вечер, я видел этот выпуск, я хотел бы поговорить об этом по этому поводу. Ну, во-первых, по Deutsche Welle. Deutsche Welle исказила информацию. Конечно же, мы не можем затыкать ничьи рты, и мы гордимся достижением западной цивилизации, свободой слова. Конечно же, мы всячески придерживаем, даже если это критика в наш адрес, даже если нам она не нравится, конечно же, мы приветствуем проявление свободы слова по отношению к кому бы то ни было. Да, к нам, к другим, ко всем угодно. И сами готовы выражать свое мнение, чем в частности я сейчас и занимаюсь. Но хотелось бы напомнить, что на Deutsche Welle озаглавили, конечно же, это хайп чеченская мафия в Германии. Да? Про чеченскую мафию первый раз написал Роман Лахтерберг, да, Ларбергер, да, по-моему, фамилия, Лахбергер. И вот этот роман написал, что вот мы там сравнимы с итальянской мафией. В полицейском отчете, который процитировал на Deutsche Welle, ничего не было сказано ни про мафию, ни про итальянскую мафию. Там было сказано про преступную группировку, и что чеченцы себя реально показывают очень жестко, придерживаются чести и так далее. И, преступники, мы знаем, да, что есть преступные группировки, и мы это не отрицали никогда. Мы наоборот говорим, что эти преступные есть. Есть, конечно, аффилированные с Россией, с русскими, с посольством Германии, российским посольством в Германии. Есть преступные группировки, от которых мы открещиваемся. Да, это российские группировки. Не надо их называть постоянно чеченскими. Хотя, конечно же, часть из них состоит из чеченцев, и не все. И
я очень много рассказывал, и Хусейн Исханов, и я, мы очень много рассказывали Deutsche Welle, по какому поводу мы собрались. Мы собрались по поводу депортации, да, чеченцев из Германии. И держали вот такие плакаты. Эти плакаты тоже были указаны. Основной наш упор был не то, что мы чеченская мафия, да, или какая-либо другая мафия. Упор был на то, что депортируют чеченцев на пытки и смерть в России. Deutsche Welle только словом обмолвились против депортации, и все. Да, спасибо, Ичкерия Лайв. Роман Лахбергер это сказал. Так вот, Deutsche Welle обмолвилась только словом про депортацию и начали рассказывать про какую чеченскую мафию, что мы очень возражаем. Мы, конечно же, понимаем, как и в любом другом обществе, как в любой другой среде, в чеченской среде, в чеченском обществе есть преступники, были и будут, да, как в любом обществе они были, есть и будут. Поэтому ни в коем случае мы не отрицали этого факта. Более того, ни в коем случае мы ни на Романа Лабергера, ни на Кристиана Оскальда, ни на Максима Науменко мы не хотели там, затыкать кому-то рты, да, и не имеем такого права. А мы придерживаемся всегда права. Это наш принцип, да, который принцип соблюдения закона. Мы его всегда придерживаемся. В немецком отчете, кстати говоря, говорится, что чеченцы придерживаются там сплоченности и так далее, но очень плохо соблюдают законы, да, в этом плане. Ну, любой преступник, в принципе, да, плохо соблюдает законы, но чеченцы себя некоторые ведут, как будто они находятся в России. Так вот, я обращаюсь к этим чеченцам. Ни в коем случае себя так не ведите. Даже преступники, я к вам обращаюсь, если вы занимаетесь какой-то преступной деятельностью, которая вам приносит доход, уважайте это государство, уважайте свой окружающих. Мы находимся не в России, нам немцы не враги, немцы нас не оккупировали. Да? За каждое ваше преступление вам придется ответить, и я призываю вас прекратить преступную деятельность, если вы меня слышите. Конечно же, мои увещевания не обязательно послужат тому, что кто-то прекратит, но я очень прошу, уважайте Германию, очень вас прошу в этом. И вот Deutsche Welle немного переврали, ну, не договорились, скажем так, да, и поэтому, конечно же, это говорит о том, что нам еще надо проводить митинги, нам надо привлекать внимание не только русскоговорящих средств массовой информации. По факту все эти русскоговорящие средства массовой информации работали в России, вот сейчас только они начали перебираться сюда в Европу, некоторые продолжают постоянно ездить в Россию, в Москву, в другие регионы. И эти люди по факту никогда не поддерживали чеченский народ. И у некоторых журналистов, не у всех, конечно, явная зависть к нам, что мы не такие рабы, и мы говорим правду. И если бы Deutsche Welle, и тот журналист, который писал вот этот материал, если бы у них было бы чуточка объективности, чуточка справедливости к нам, они бы обязательно затронули бы тему выдачи чеченцев на пытки и смерть в России. Более того, они бы затронули бы нашу резолюцию, которую мы зачитали. А в этой резолюции мы четко и прямо указывали, что в России, во временно оккупированной Ичкерии, установлен режим периода большого террора сталинских времен, 30-х годов. И об этом ни слова не сказал Deutsche Welle, что тоже наталкивает на мысль, что все-таки не согласны они об этом говорить. Да? Они скажут про мафию там, и так далее. Но мы на этом не остановимся. Мы будем говорить, свобода слова не только для них, свобода слова есть и для нас. Поэтому мы будем об этом говорить, мы будем всегда об этом говорить и очень и 100% мы защитим свои права. Мы ни в коем случае не защищаем преступников и никогда не будем защищать, если только мы не являемся адвокатами на суде, да, где положен преступнику адвокат. А так, тем более, если этот преступник из нашей среды, мы будем его осуждать, его будем призывать всегда соблюдать закон. Так,
немного развернуто я ответил на этот вопрос, но надо было ответить. Так, Эдуард Мамедов, как обычно, без вопросов задонатит. Спасибо, Эдуард. Так, Альберт Ночь, ассаламу алейкум, Саваш. Аллаху атту бойла, ва алейкум салам. Дел рейс свой масера бойлвай. Аллаху атту. Евгений Вольнов, дай комментарий по ситуации на границе Чечни и Дагестана. Евгений, я не знаю по поводу, что там случилось. Знаю, что нагнетается там обстановка разная. Сейчас ведь очень легко нагнетать, да, там сняли пару роликов, там, и все, это уже нагнетание обстановки. Единственное, что я хотел бы сказать там по поводу лорда, да, вот этой собачьей кличкой человека, которого раньше звали Тимур Даудов, а сейчас зовут Магомед Даудов. Так вот, этому человеку с собачьей кличкой, да, который, ну, лорд это уважаемое звание, конечно, но титул или, ну, в Англии, по-моему, но у нас на Кавказе, да, и в России тоже называют лордом собак. Ну, они, в принципе, не отрицают, что они из этого. Так вот, я бы хотел бы сказать этому субъекту, что когда дагестанец ему сказал, что пойдем через твой труп, почему же ты, лорд, не ударил его, как ты ударил Данильбека, когда ты принес труп его сына и бросил его ногам? Где твое мужество было, да, ударить чеченца, старика, зная, что смотрят на камеры, которые не вырежут то, что не надо, да, собрать всех людей, убивать свой народ, да? Вот вся суть твоя, вот вся твое, все твое мужество, твоя смелость, вот в чем заключается. Когда Дагестанец сказал, через твой труп мы уберем этот знак, который вы поставили, тебе не хватило мужества ударить его так же. Ты начал говорить, что вот я клянусь Аллахом, давайте поклянемся на Коране. Чего ж ты не сказал, когда ты убивал других сыновей, участвовал в пытках там, если надо было. Почему ты так не сказал? Вот все твое мужество. Вот. Что можно, да, то делайте. Так, поехали дальше. Вот что можно сказать по этому поводу, по поводу этой дагестанской границы. Поехали дальше. Так. Эла Даймох. В основном большинство чеченцев ведут себя здесь нормально, учатся, работают и знают, куда они попали и что нужно соблюдать законы. Конечно, будет среди нас криминальный, но не повод обвинять всех нас. Да, конечно же, мы это не повод, конечно, всех обвинять, но смотрите, речь не об этом конкретном случае. Да. Криминал есть у всех, и нам не надо стесняться того, что там есть криминал. Конечно, это некрасиво, это не красит ни один народ, и мы должны всячески подчеркивать, что криминал это плохо. Но при всем при этом это не такое дело, что есть у всех, да, есть армяне, грузины, украинцы, все наши друзья даже, у которых есть криминал, и это плохо. Ну а что поделаешь? Но речь ведь была не только о криминале. Основной упор этого митинга делался на депортацию, на пытки и смерть в преступную бандитскую Россию. А вот этот момент, Deutsche Welle как-то очень так упустила. И таблички, которые мы держали, да, депортированных евреев в 37-м, 38-х, там, 40-х годах, тоже не обратили внимания, что тоже очень не объективно, скажем так. Но мы на это не обижаемся. У нас было около там, 60 тысяч просмотров нашего вот этого, нашей резолюции, нашего митинга. Допустили промахи какие-нибудь, 60 тысяч просмотров, это хорошо. Дальше распространяйте эту информацию. И мы на этом не остановимся. Мы на этом, конечно же, не остановимся. Мы будем отстаивать свои права. И мы заставим систему соблюдать законность. В любом случае.
А журналистам рты заткнуть мы не можем, потому что здесь есть свобода слова. Конечно же, если журналист будет врать, нагло врать, как Роман Лабергер из Шпигель Онлайн, конечно же, мы будем об этом говорить, и ложь должна быть осуждена и наказана, да, конечно, в соответствии с законом. Но при всем при этом, конечно, свобода слова это самое большое достижение, которое есть у людей. И мы будем его соблюдать, да, Аллах. И будем пользоваться этим достижением. Так, ва алейкум салам, всем ва алейкум салам. Слава Украине, героям слава, говорит Адам Гакаев. Так, как найти, как китайцы поучились у кадыровцев, научились у кадыровцев, как мочить мусульман. Видать, немцы поучились у Кремля, как всегда, пропаганду против чеченцев. Их почерк. Ну, знаете как, немцы, я бы не сказал бы немцы. В основном про нас пишут русские, и эти русские, как я уже говорил, никогда за нас не заступались. Никогда вот эти журналисты, которых мы видим, русскоязычные журналисты, они же журналистами стали не сегодня, они еще в России находились, и никто о нас не говорил. Никто. Геноцид шел. Где были эти русские? Не было этих русских. Да? И сейчас они тут уже такие все демократы такие. Я считаю, что у русских журналистов, у многих есть зависть к нам, что мы не такие же в душе рабы, как они, и у них ненависть к нам. У меня был такой случай, когда я был в Вильнюсе на форуме, там, на одном из форумов, я разговорился с одной журналисткой из «Голос Америки». И я начал ей рассказывать, как у нас все плохо, как у нас это, ну так, не на запись, не интервью, а просто в общении я начал рассказывать, что у нас вот такая-то вот беда случилась. И на это мне она сказала, ну как же так, вы же такие, вот с таким высокомерием, с таким подколом, вы же такие все крутые, вы постоянно говорите, что вы крутые там и так далее, почему же у вас там так плохо? Я прям удивился. Я говорю, а вы не знаете, что нас там убили 25-30%? Вы не знаете, что у нас геноцид был, что мы просто сейчас находимся в положении заложников, весь наш народ? Ну как же так, вы же такие там, вы же такие смелые, такие отважные там, ну, с подколом. И этот человек работает, эта журналистка работает на «Голос Америки». Это, и на ее лице было написано вся ненависть, которую она испытывает, когда я ей говорю правду. Потому что мы рассказываем правду. Они все соучастники, большая часть вот этих людей, они все соучастники. Они молчат, они где-то как-то подстраиваются под это. Вот такие вот, господа, у нас есть. Так. Так, Муслим заблокирован. Так. Брюнет из Розесган. А знаешь, что думаешь о Борисе Джонсоне? Знаешь, что он этнический чеченец? Он скоро будет премьер-министром Англии. Борис Джонсон не чеченец. Если это чеченец, то, конечно же, он очень белокурый чеченец. У нас есть, конечно, много белокурых чеченцев, но он вообще не похож на чеченца. Так, я думаю, что это будет хороший премьер-министр, и мне он нравится, и я ему симпатизирую. Так, Интервата, реалити. Аслан, поздравляю с Международным днем блогера. Блогеры скоро заменят журналистов, а YouTube ТВ, и все прозреют. Привет, Василь, спасибо, я тебя тоже поздравляю с Международным днем блогера. И официально объявляю Днем блогера Чеченской Республики 22 июля 2019 года. Все, запомните. День блогера Чеченской Республики 22 июля 2019 года. 22 июля вы узнаете потом, почему 22 июля.
Так что, Василий, спасибо большое. Я очень надеюсь, что заменим журналиста и будем людям просто доносить правду. Где-то как-то коряво, где-то не так профессионально, но что мы донесем правду, потому что мы часть народа, мы доносим правду до народа, а не журналисты, которые нас ненавидят. Просто я знаю, что нас многие из них ненавидят. Приходится соблюдать какие-то там свои рамки приличия, да, чтобы казаться нормальными людьми. Так что вот так вот, да, Интервата, зато от души и честно. Кстати говоря, подписывайтесь на канал Интервата, это наш друг Ичкерии, блогер Василь Интервата. Подписывайтесь, отличный контент, отличный канал. Так, поехали дальше. Эдуард Мамедов, у мафии нет национальности и делают упор на это нарушение прав человека. Да, конечно, нет, Эдуард Мамедов, национальности, но в немецком докладе они год работали, скорее всего, вот с этими экспертами типа Кристиана Осхальда, который с кадыровцами там подружился, не знаю, на какой основе, на финансовой или безвозмездной основе у них дружба состоялась. Ну, я представляю, как его там обрабатывали. И вот эти люди приехали, и доклад был, ну, часть, я его еще не читал, конечно, я только там то, что слышал и кое-что там из опубликованного успел увидеть. Там просто обсуждается именно этническая чеченская группировка. Специально в Берлине есть специальный отдел по русскоязычной мафии. Русскоязычная мафия, надо, чтобы понимали, да, может, немцы этого не понимают, это они курируются непосредственно из недр Лубянки. Поэтому есть такой отдел, и среди них, конечно же, свое достойное место, как обычно мы везде преуспеваем, и в хорошем, и в плохом. И в этом есть и чеченские группировки. Мы говорили о этих чеченских группировках, они некоторые искусственно созданы специально, конечно же, есть и не искусственно созданные, к большому сожалению, но такое есть. Поэтому, ну, так, нарушение прав человека я в этом не вижу, просто есть анализ. Журналисты выдергивают из этого и начинают это выдавать за сенсацию, что не является сенсацией. Так, давайте дальше тогда поговорим. Так, давайте-ка я вернусь к теме. Давайте поговорим по поводу рассылки резолюции. Рассылка резолюции против депортации произведена, разослали во многие средства массовой информации. Сейчас я вам скажу, куда все это было разослано. Так, бундесканцлер Ангела Меркель, да, давайте сейчас паузу, и чтобы можно было вырезать и сказать. Так, наша резолюция по поводу незаконной депортации отправлена бундесканцлеру Ангелу Меркель, бундеспрезиденту Франку Вальтер Штайнмайеру, СПД, Bundes 90, Die Grünen, CDU, Die Link, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesnachrichtendienst BND, Bundeskriminalamt, CDF, das erste ARD, Arte, это каналы ФАЦ, ЦЗ, Шпигель, Фокус, Бильд, МОПов. Мы разослали всем, надеюсь, получим от них ответ, и дальше будем продолжать отстаивать свои права. Далее. Сейчас вернемся.
Так, давайте вернемся к вашим вопросам. Так, Серг Сафронов. Привет из Парижа. Мой друг впервые смотрит ваш стрим, и ему интересно услышать от вас, почему у вашего народа принято уважать старших, но молодежь ваша не уважает за границей тех же старших украинцев. Я не знаю. Это может потому, что здесь выросли, здесь тоже как бы ведут себя к старшим наравне, да. Я абсолютно уверен, если бы этот старый украинец был бы во временно оккупированной Ичкерии, у него было бы, к нему было бы уважение. Здесь некоторые наша молодежь чуть-чуть не так себя ведет, я с этим согласен, но я не могу сейчас из-за одного конкретного случая сейчас, сказать, что это повсеместно так. Это не совсем так. Так. Ассаламу алейкум, Аслан от Лезгина, говорит, Муслим Албания. Ва алейкум салам, Лезгин. Эдди Глазка, я зашел и плюс 100 прибавилось. Ну, ты один 100 стоишь. Вот в чем вопрос. Аслан Дерзкий. Ассалам алейкум от чеченца. Ва алейкум салам, чеченец. Андреас Васильков сказ. Аслан, как ты думаешь, есть шанс отсудить у австрийских СМИ пару миллионов за очернение чеченцев и дискредитацию? Ну, я не знаю, надо попробовать. Но дело же не только в деньгах. Важно же отсудить честное, доброе имя. Оно дорогого стоит. Конечно же, нам по-хорошему надо провести один-два процесса над вот этими разными горе-журналистами, а по факту российскими пропагандистами, которые врут на нас и возводят напрасно на нас. И когда мы один-два раза поучаствуем в деле, хорошенько это дело, сам процесс судебный, расскажем общественности, как и что, то я абсолютно убежден, что поубавится желание у некоторых, да, журналистов. Но то, что мы, например, реагируем на это тоже очень важно. И когда мы реагируем и мы выявляем их ложь, для журналиста самое ценное это репутация. Ну, как и в принципе для любого человека, но для журналистов это очень важное дело. Поэтому, когда мы заявляем об этом, было бы хорошо еще на немецком это заявлять, то после этого доверие к этим журналистам и у редакции вызывает. Да, мы же не говорим, что все против нас. Наоборот, все за нас. Вот в чем фишка, супер, что закон за нас. Подавляющее большинство немцев и европейцев за нас. Главное, как преподносят это, да, если мы себя представляем какими-то там дикарями, мафиози, там радикально настроенными людьми, то, конечно же, тогда человек от этого отделяется. Ну а если ты себя представляешь респектабельным, уважаемым человеком, то, конечно же, к нам будут относиться очень хорошо. Так, ногти антиприкол. Аслан, тебе написали в Facebook. Мне нужен текст, который зачитали на немецком в Берлине. Под видео, ногти антиприкол, под видео есть этот текст. Под видео нет депортации, да, который 60 тысяч просмотров у нас уже набрал. Там есть этот текст. У меня в Фейсбуке он тоже есть, надо поискать. На немецком, на английском, на французском есть и под видео, и у меня в этом, в Фейсбуке. Вот, я, по-моему, и у меня там один аккаунт сейчас опять заблокировали, но у меня пока второй действует. Можно там посмотреть. Андреас Васильковскас. Аслан, я готовлю иск, хотел бы подробнее обсудить с тобой как юристом. Пишите мне, пишите в описании под видео есть мои координаты и в Фейсбуке, и мой e-mail. Пишите, обсудим.
Так, Джордж Харрис. Аслан, может, надо внедрить в мафию своих людей и разоблачить их изнутри. Одним ударом подорвать наговоры, в то же время подмять мафию под себя и стать самим мафией, да? Нет. Так, Рамазан Ильясович. Ассаламу алейкум. Что думаешь о приграничных спорах Чечни и других республик? Какая позиция будет Ичкерии по этим вопросам? Джахар Дудаев, первый президент нашей страны, как-то сказал, что пока никаких вопросов нет, и нам вообще границы чужды. Вот вы, я так понимаю, дагестанец, да, Рамазан Ильясович, нам границы чужды. Мы кавказцы, открытые, мы свободные люди. Европа много лет сражалась за границы и в конце концов убрала эти границы. И здесь ты понимаешь, что ты оказался в другой стране, только когда ты видишь табличку на иностранном языке. Мы братья, мы кавказская нация, мы абсолютно не должны на этом вообще никак либо зацикливаться. Понимаете? Никак, вообще никак. Мы должны наоборот искать точки соприкосновения. Наш враг, наше невежество, наша малообразованность и оккупант. И все. Других врагов у нас нет. А мы всегда найдем общий язык. Инша Аллах. Так, ночи антиприкол задонатил. Баракаллах, кяхтаунсу Аллах рейз хуйлон. Масайна хуйлон Аллах рейз антиприкол. Так, надо научиться контролировать свое нутро. Эмоциональная логика, эмоциональная логика дикарей. Ну да, можно так сказать. Эмоциональность, конечно, это не совсем так уж и плохо. Это каждый народы имеют свои там черты, да, характерные. Например, когда ты приезжаешь в Италию, там такой гул стоит, да, как будто там где-то ты на рынке, там все разговаривают, да, одновременно, причем громко, жестикулируют. Приезжаешь, например, в Германию, все тихим голосом, так все спокойно. Когда ты говоришь громко, да, начинаешь кричать, да, выражать какой-то, до тебя смотрят, и там могут головой покачать, как нехорошо. Например, во Франции, например, паркуешься, если там нет места, могут спокойно бах-бах вперед-назад ударить, подвинуть машины, встать посередине. И все, и после этого как будто ни в чем не бывало, там, уйти. Так, Алекс Магер. Аслан, должны ли мы, обычные граждане, вести пропаганду против российской пропаганды, писать в соцсетях, проводить доводы и тому подобное? Последнее время они много врут про Ичкерию, да и так далее. Алекс Магер, конечно же мы должны делать, конечно же. Никто не может один справиться, никто не может справиться с такой активной машиной, да, средств массовой пропаганды России, которая запустила. Один человек не может справиться. Открылись новые каналы, запускаются, и никто не может с этим справиться. Мы все должны этим заниматься. И я, конечно, вот не согласен в том моменте, что в последнее время они много врут. В последнее время просто другие начали обращать на это внимание. А про нас врали всегда. И вот эти журналисты, которых понабрали здесь разные там Deutsche Welle, там Ост-Вест, там, да, вот в эти каналы, которые откровенно нас ненавидят, пытаются как-то завуалировать это, ненавидят. Но ничего страшного, ничего страшного. Ничего, мы переживем их нелюбовь. Так, поехали дальше. Война хлопы, Аслан, Еша, Асязин, Гейна, Яйцом, пока. Война, лучше, чем писать это, ты мог бы просто скопировать, вот сейчас искать это, где это? Это же надо найти все. Война хлопы. Ассаламу алейкум.
Аслан, проведи стрим с Коча канал. Его так называется. Очень адекватный парень, блогер. Аудитория тоже немалая. Думаю, будет интересно. И тут, и там я ему тоже предложил. Он же, также он за. Война ВП. Ва алейкум салам. Ну, во-первых, какая тематика у него, кто он, да. Я не против для общения. Главное, чтобы тематика подходила к моей деятельности, да, чтобы к тому, что я делаю, это подходило. Чтобы человек не был агрессивным там, и так далее. И для общения я, в принципе, открыт для всех. Почему нет? Я не против. Надо узнать, правда, чем он занимается. Так, давайте поговорим по поводу вот предстоящего нашего марша. Да? Саид Амин Ибрагимов организовывает марш. Он поддержан нашим правительством, поддержан всеми, многими, да, организациями, многими людьми поддержан. И это очень важный процесс, который мы должны завершить. Знаете, когда как-то я обратился по поводу одного дела к адвокату, и это был старый еврей, и я ему сказал: скажите, а вот получится ли у нас, да, вот я волновался по этому делу, да, и сказал: а получится ли у нас, ну, может не получится, может как-то. Он так сказал: нет, неправильная постановка вопроса, у нас получится в любом случае. И я задумался, да, если ты берешься за дело, и ты абсолютно, а я абсолютно был в этом деле прав, абсолютно был уверен, что закон на моей стороне, я задумался, почему я должен быть не уверен. Мы должны биться за это, ну, абсолютно будучи уверенными, что мы победим. Также я абсолютно уверен, что депортацию на пытки и смерть в Европе прекратится. Мы должны над этим работать. И также я абсолютно уверен, что мы сможем привлечь военное и политическое руководство России к уголовной ответственности за геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Мы будем делать все возможное. Если надо, мы будем марш делать. Если надо, мы пойдем и землю грызть будем. Но вот этих преступников мы привлечем к ответственности. И мы все должны стать как единый организм на эту позицию. Как сказал тот адвокат, нет неправильного вопроса, что мы не справимся. Мы всегда справимся, и я почему это говорю, потому что некоторые говорят: вот там, да это все ерунда, не получится. Ерунда и не получится, говорит тот, который никогда не сталкивался с такими вещами, и это его дело, да. Мы должны всегда придерживаться того, что мы победим. А мы уже победили. Если мы есть, мы уже победили. Несправедливость не может победить, если хотя бы один человек не признает ее на себе. Да? Ты не признал поражение, ты не проиграл, пока ты не признал поражение. Место начала марша пока не определено, пока еще не сказано. Дата тоже не сказана Саиду Амину Ибрагимову. Ведется работа по этому поводу. Я прошу всех подготовиться к этому. Это очень важный момент. Мы все должны поддержать это. Все, у кого кто-то погиб в семье, все, у кого кто-то пострадал в семье, мы все должны поддержать этот марш всеми доступными способами. У нас убили каждого третьего человека, каждого четвертого в нашей стране. Нету ни одной семьи, у кого не убили. Под этим видео есть в описании, есть реквизиты, куда можно будет отправлять финансы для помощи на этот марш. Да? Реквизиты указаны под этим видео. Пожалуйста, отправляйте средства, кто сколько может, потому что это большой путь, много народа мы можем привлечь, и мы должны всячески этому помогать. Ни в коем случае мы не должны забывать. Иногда, когда я устаю, меня вот эти вещи, все убитые наши люди, все похищенные, без вести пропавшие наши люди, они дают мне новую силу.
Я говорю, никогда я это не оставлю. Я столько наслушался от ребят, у которых, кто в тюрьмах сейчас находится на огромные сроки, получив, кто так оказался, кто так мне это рассказал. И мне очень тяжело это все бывает. Да, я это близко воспринимаю все, хотя у меня немного не близких, очень близких, немного кто погиб, да, из именно друзей и родственников, я имею в виду. Сегодня я разговаривал с одним молодым человеком, он остался один мужчина и две сестры. Их семья из дядей, братьев, теть, мам, из 15 человек погибло на этой войне. И я послушал его сегодня, и я понял, что это еще один повод, чтобы мы должны были биться до конца. И никогда, да, никогда мы им это не простим. Никогда в своей жизни, если это те чеченцы, которые я знаю, чеченцы никогда этого не простят. И это была большой ошибкой у Шарикова, царя Шарикова, нас так нагло оболгать, взорвав своих же граждан, нарушить договор о мире и напасть на нас. Вы очень сильно ошиблись, если вы считаете, что когда-нибудь мы вам это простим. Вы очень сильно ошибаетесь. Это не дело во мне. Это дело в нашей культуре. Вы думаете, почему нас Сталин выселял? Вернее, уничтожал под корень. Потому что он, в отличие от вас, Шариковых, он знал, что мы никогда не простим ему. Никогда. А вы, Шариковы, думаете, что мы такие, как вы, и мы можем простить это. Нет. Ответственность, неважно, кто будет привлекать вас ответственность. Вас будет привлекать чеченский народ. Неважно, какая фамилия будет этого человека. Неважно, кто будет этим заниматься. Сайдамин Ибрагимова это будет, другой это кто-то будет. Это будет чеченский народ. Да, Аллах, мы вас всех накажем. Каждую собаку мы найдем и каждую собаку предадим суду. Честному, законному, международному суду. В соответствии с международным правом. Да, Аллах. Поэтому я призываю всех поддержать этот митинг. Этот митинг важнее, чем что-либо в этой жизни, да, в этом противостоянии. Все, у кого погибли родственники, все, кто пострадал от этой войны, все, кто здесь в Европе находится, кто не может, присылайте деньги, распространяйте, вырежите этот кусок, распространяйте это видео. Я тоже вырежу это, с реквизитами постараюсь сделать. Я не знаю, как это здесь все получится. Мы должны со всеми возможными способами, каждый должен принять участие в этом. Каждый. Кто словом написать, распространить, кто финансами, кто лично прийти и требовать, заставить это международное право соблюдать закон. Если же это международное, у нас есть все основания для этого. Законом мы правы, мы обязаны заставить. Если же это международное право работает, то оно должно работать. Если оно не работает, и оно должно нам сказать, извините, чеченцы, на вас международное право не распространяется. Да, это вот такое хорошее, справедливое, настоящее право, но на вас, чеченцы, оно не распространяется. Вот скажите. И мы должны потребовать это. Это тоже будет отличный повод услышать это. И понимать это. Да? Так что вот такие вот дела. Давайте, дорогие чеченцы, вместе поставим большую точку, жирную точку поставим в этом деле.
Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Микки Маус. Аслан, почему Ахмед Закаев в каких-то интервью или высказываниях не высказывает поддержки твоему делу? Был бы очень весомый и пропагандистский ход правительства ЧРИ. Ну, я не знаю, Ахмед Закаев занят своими делами. Ахмеда Закаева я как приглашал, но вот я давно ему не звонил, не писал. Я после этого эфира, наверное, ему позвоню, скажу, давай мы с тобой вроде планировали интервью, он мне обещал дать интервью, ну, пообщаться. Кстати, с Пол Гоблом мне надо снова пообщаться, с Дэвидом Саттером надо пообщаться, с Хусейном Исхановым надо пообщаться. Я знаю, что на Фейсбуке Ахмед Закаев выложил вот наш митинг у себя там на странице, он не часто там что-то постит, поддержал его, наш вот этот против лжи и депортации, наш митинг, который мы провели. Ну, не знаю, мы должны делать, Ахмед Закаев поддерживает, мы поддерживаем Ахмед Закаева, он поддерживает нас, мы делаем одно дело. Так, Джордж Оруэлл, Аслан, шей зудерш развочин, архарам дуй метр мэж вахяхан и вахят, как думаешь? Валах, он бадык диза, ниса мабуа, раскам атласу не дица мацала, харам мадуи, цута цулушо шисван баня. Ама ахчлуш хельшена и харам долгум дат, и уже иштач, о харам дол, чсандок относиться. Отсюда поедхулиш умбаца, идешь дала идиот хвичхул. Мелчо из динс дош дала хунцуна поедхул ша боч хунцуна тазихул шумхули кирам больше чурчан кирам больше ки важда саубгаш. Он просто идиот то станхул. Арам аудалу оле. Нис бывает что. Раскиматла цадуйцерой. Леди 1974. Ерунда, говорят, что никогда не боролся за свободу, даже словом. Аслан дал сидойла. Кто никогда не боролся, ерунду говорят. Кто никогда не боролся за свою свободу, даже словом. Аслан дал сидойла. На сегодняшний день слово это самое сильное оружие. Понимаете? Это очень сильное оружие. ФСБ и наши враги боятся не пуль. Вы когда-нибудь слышали от главного вот этого, главной торпеды, да, Кадырова, путинской торпеды Кадырова, говорите про меня, если вы смеете, выйдите со мной на дебаты, сразитесь со мной словом. Вы когда-нибудь слышали это? Нет, не слышали. Ну, мы много раз слышали. Если ты мужчина, приедь домой, застрели, напади на меня. Вы понимаете, о чем речь? Мы должны понимать смысл происходящего. И этот человек говорит, напади на меня, потому что тогда ты станешь террористом, и тогда тебя убьют. А убивать тебя будет не Кадыров и Путин, а такие же чеченцы, как и ты. Просто обманутые в силу разных обстоятельств. Есть, конечно, и конченые мерзавцы, но среди этих людей, которые разные обстоятельства вошли в эту структуру, кого-то родственники, устройся на работу, будет хорошо, там, кормить будет, кто-то, чтобы семью сохранить, да, не только чтобы кормить и там, ну и так, что для безопасности, кто-то под амнистию попал, воевал на той стороне и, понимая всю бесперспективность военного сопротивления, перешел на сторону. Там есть нормальные, порядочные люди, и я знаю, что есть, но никогда Кадыровы, Путины нам не говорят. Давай сразимся словом, давай там покажем это. Понимаете? Они больше, чем пуль боятся слова. Поэтому я всех призываю, всех просто говорите, доносите правду. И полностью согласен, что тот, кто не боролся за свободу, даже словом, он говорит ерунду. И как показывает время, наше время, слово для них очень опасно. Виктор Полока, Аслан, истинно говоришь, мы Маш поддерживаем, Баркала ваша. Да, мы должны быть активными, мы должны создать гражданское общество. Господа, дамы и господа, сеньоры и сеньориты, я вас призываю поддержать. Нас огромное количество, у нас огромный потенциал, нам ничего не угрожает здесь.
Абсолютно ничего. Мы не должны бояться. Самый большой страх, которого мы должны бояться, самое большое, чего мы должны бояться, это наш страх. Все, больше ничего мы не должны бояться. Понимаете? Мы здесь должны выходить, говорить. И это нам нужно. Наши права, если мы будем сидеть как зайчики, где-то там прижавшись, никто наши права не будет защищать. Мы обязаны защищать свои права. Обязаны. Так, Ислам Газмагомадов, Закаев, он, Валлахи, ук Ислам. Иза маутсун гванда был, он Рима был. Хусейн, Исханау мау. Духку он Рима был, гванда. Валлахи, бук. Я свидетельствую. Валлахи, бук харум дакигам, ахдашун. Царь даушту, лумдуй, инзари бог, душун царь даушту. Bizden плюнуть аяққа құнағыл шумадасы, лава мел әтті ғайшын. Миллионы долларов заплатили бы и Хусейну Исханову, и Ахмеду Закаеву, и другим, кто там есть, когда если бы они пришли бы и сдались бы. Так. Чино, я буду на этом марше, в дальнейшем митинге вся семья будет. Да, Алмула. Никого, ничего не боюсь, кроме Всевышнего. Да, Алмула. Фрейман 95. Аслам вайха деган бершан одеш цауй уж юг дерзу. Фрейман спрашивает, кто возвращает детей, есть кто занимается. Ну, для того, чтобы этим заниматься, во-первых, должен заниматься адвокат, да. У нас, например, нет, нас выдают на пытки и смерть. Здесь просто так детей не забирают. Например, я за Германию могу смело сказать. Если бьют детей, если плохо к ним относятся и так далее, да, тогда в какой-то степени может быть чуть-чуть там превысить там свои полномочия, кто-то как-то себя повести. Просто так детей не забирают. Но у нас выдают на пытки и смерть. У нас нет людей, кто занимается вот этим вопросом. Понимаете? У нас нет людей, кто занимается вот этими отобранными детьми. Так что вот такие вот дела. И нам нужен адвокат, нам нужны средства. Средства мы не можем собрать. У нас плохо собирают средства. У нас плохо дела обстоят у всех людей. Вот те деньги, которые тут даются, там кажется, что какие-то баснословные деньги здесь выплачивают. Нет, этих денег не хватает ни на что, да, если ты, не хватает. Салат 95. Ассаламу алейкум, ассалам. Аллах рейс хульху и вай массерна. Ага. Сосе эту хильч хюга, тум сог ладу шо, бадер дича, шушин юqir تقيتر خلش خلخيش دقو أدمشتو والله وعليكم سلام سوات والله بحثة تسك تاع تقيتا والله تشين تاع هو بوش مواتسو تاع تشين جامو مواتسو تسي تجامو لا تقيش مواتسو я первый раз дал ему совет и сказал так-то, так-то. Тусай, тюгаму ля тқич маватсо. Цхан сагт куно агаму маятсо. Джими вохки вар эрдоч. Цхана уман стат, цхахум бохш маватсо. Я тюнга цасун уешага, вай нохчи он бакунч би хум мадатсо. Вай бинбол ниц, вай дай андол адмах. Гасшан тяхит наши, джупи уз барбия. Вай мукбалар би. Қи валлахи. Billahi, tallahi yardunç b'abtalarso su qi alšu majatsa. Ca absolutno cutum sok boš cahum madateras, cahum boš mavatso. Cu sag hulil doj cu lil dično qič mavatso. Absolutno. Wallahi vatso, busal jne mostal mavatso, busal jne ubal balush mavatso. Mašu bi vajninil khartso бихам баби, кигуммаца вишерсу. Так, я перемотаю. Батыров Рашид, ассалам алейкум, ассалам. Что насчет убитого парня в Чечне? Ва алейкум салам. Ну,
я не знаю, были слухи, что его застрелили кадыровцы, этого молодого человека. Ну и потом были слухи, что там были как бы похороны. Ну, это, не, я так понял, не соответствует действительности. Я так понял. Те, которые подрались, вот эти школьники и вот эти кадыровцы, и я думаю, вот на этом и конфликт исчерпал. Ну, я имею в виду, этого парня вроде бы не убили, а того, кого показали, это был другой случай. Ну, я не знаю. По поводу инсультного этого лорда, который, к сожалению, остался цел даже после встречи с дагестанским стариком. Да, была информация, но так случилось, что им пришлось приехать и быстренько, быстренько попытаться успокоить дагестанцев. Ну, короче, инсульт не оправдался. Но слух был, и на самом верху был запущен слух. Да, Анзорино, путинский лорд, путинский пес. Так, Микки Маус, я как гражданин временно оккупированной ЧРИ требую от своего премьер-министра и правительства ЧРИ поддержать дело Аслана. Это моя петиция к своему правительству. Прочти, Аслан, пожалуйста. Микки Маус. Арменов Закаев у нас отличное отношение. Армен Закаев поддержал вот наш митинг в Берлине. Он у себя в Фейсбуке разместил на своей странице и тем самым показал, что он нас поддерживает. Раз. Вот твою петицию в мою поддержку мне надо зачитывать. Можешь сам зачитаешь. Нет. Все отлично. Дейл Рейс Гуйлон за поддержку, конечно же. А Армен Закаев, у нас отличные отношения, все нормально. И вот я буду сейчас ему говорить, все, Армен, ты обещал, давай срочное интервью, а то народ требует. Я уже сам, если честно, запарился тут в своих делах и не успеваю, ну, как бы с ним пообщаться на самом деле. Так, поехали дальше. Микки Маус. Других вариантов нету, чтобы самому зачитать. Напиши ему в Facebook, он там есть. Скажи, срочно поддержи Осла. Но он поддерживает, не волнуйся. Он поддерживает все начинания, не только мои начинания, да, не только что вот я какой-то есть. Он поддерживает всех, кто борется за независимость. Ахмед Закаев, вот наши старшие, их немного, они все не могут, они взрослые, да, понимаете, чем сложнее, чем взрослее, ты устаешь, у тебя другие дела, там, многие там вещи ты не успеваешь сделать. Мы должны делать, мы гражданское общество, где молодежь, собираемся, молодежь, покажем, что мы можем. Горчаль, да, белгы бабизвай, белгы. Вот этот митинг, вой белгы бяш митинг, ишунал, маршую, с этими Ибрагимов сеси. Этот вой белгы бабиз. Анна Александриде, я вас уверяю, о, закая. Да. Да, закая, борзишун, адвиташ. Муджаиду борзаю. Эла даймох. Ладно, смотрите, Грэнна Фрест. Аслан, дал духуа войло, дейрейс холь. Ты единственный блогер со статусом дипломата. Ты молодец, салам тебе, Салачо, валейк салам. У меня адвокат статус. Ну, Баркал дейрейс холь, салам, Аллачо. Апол Априт, это, видимо, который какой-то этот ранее заблокированный, видит, судя по нику. Я тайпа нашел.
Маждада, чтобы избавиться от России, нужно оставить Китай, Сирию, Палестину, Луну, Юпитер и так далее. Совершенно верно, Маждад. Кого-то мой смех раздражал, мне тут писали, что у меня очень... Если что, вы говорите, я перестану смеяться. Лунный свет. Россияне должны понимать, что час расплаты за преступление неустанно приближается. Я уверен, что они это знают и боятся. Лунный свет, я полностью с тобой согласен. Абсолютно панические настроения находятся в самом верху, в среднем эшелоне российской власти, где я имею информацию. В самом верху в российской, уже по слухам я имею информацию. Также во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия у Кадырова и вот этого его круга, вот этой джаз-банда, заблокированы счета Арабских Эмиратах. Больше они как бы пытаются где-то как-то делать. И если какая-то информация поступит, автоматически все остальное будет заблокировано. Ситуация каждый день ухудшается, и она будет ухудшаться, и ничего они с этим уже не поделают. Сенат США вчера обсуждал вопрос, или сегодня обсуждал вопрос, что является ли Россия спонсором терроризма или не является спонсором терроризма. Я со всей ответственностью, опять я вернусь, чуть-чуть отвлекусь от ранее сказанного, скажу, что Россия является абсолютно спонсором терроризма. Россия является, сама сегодняшняя путинская Россия является террористическим образованием, проводят террористические акты, такие как взрывы в 1999 году, Норд-Ост и много-много других террористических актов. Россия однозначно спонсор терроризма. Более того, путинский режим является террористическим режимом. В том числе поэтому Российская Федерация не должна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. И самое главное, Российская Федерация юридически не имеет права быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, которым являлся СССР. В уставе ООН не прописан механизм введения в Совбез нового постоянного члена. Правопреемство никоим образом, на которое ссылается Российская Федерация, не может служить тому основанием, поскольку правопреемство – это сфера межгосударственных отношений, а Совет Безопасности ООН – надгосударственный орган. До тех пор, пока Россию не вытурят из постоянных членов Совета Безопасности ООН, никакой демократии на постсоветском пространстве не будет. Для этого есть все юридические основания ее вытурить оттуда. Россия должна быть выкинута из Совета Безопасности ООН, как будто ее там никогда и не было. Она там находится незаконно. Она совершает террористический акт, она сбивает самолеты, накладывает вето. Она проводит агрессивные войны, устраивает геноцид. И за это с нее не могут никто спросить. Мы должны всячески просто способствовать тому, чтобы Россию выкинули из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так что обратите на это внимание, уважаемые чиновники, депутаты Европарламента, президенты и все остальные люди, которые хоть как-то имеют на влияние на эту ситуацию. Россия в Совет Безопасности ООН входил СССР. Нет СССР. Не может туда входить Россия. Никак. Потому что нет механизма вхождения. Понимаете? Так, Виктор Цой. Салам алейкум из Казахстана. Аслан, дайте интервью Эрмек Намирбай. Он живет в Киеве, интересуется, рассказывает о народах Российской Федерации. Ва алейкум салам, Виктор Цой. Я очень сильно извиняюсь, Эрмек Намирбай. Я очень сильно извиняюсь. Тогда у нас не получилось провести по техническим причинам, потом по временным разным причинам. Не получилось провести совместный стрим с вами.
ну, поговорить с вами. Обязательно я с вами свяжусь на Facebook, и обязательно же мы с вами проведем. Обязательно. Приношу свои извинения еще раз. Пацифул Ман Пис. Ассаламу алейкум. Если я не могу покинуть территорию Германии, я смогу принять участие в матче? Ва алейкум салам. Не надо об этом открыто говорить. За то, что ты покинешь территорию, тебя могут оштрафовать, если ты не имеешь права выезжать, да? И, конечно же, могут возникнуть проблемы. Но при всем при этом, если ты не можешь сам приехать, ты можешь послать денег на счет, который находится под этим видео в описании. Ты можешь кого-нибудь снарядить, подбить, подготовить, да, собрать рюкзак ему, положить ему еды там и так далее. Как качеству так сделать. Поэтому, так что, то, что это нарушение, ты знаешь и без меня. Алекс Магер. Аслан, если твой сторонников раздражает твой смех, представляешь, как он будет раздражать врагов? Продолжай смеяться. Да в том-то и дело, это не сторонники говорят. От сторонников я не слышал, просто, скорее всего, это были мои несторонники. Так, Микки Маус. Ну и чурдюн эр хок аслан. Стрим с Полом Гоболом и так далее. Это большое достижение и великий труд за то, что мы тебе благодарны. Но и наше политическое руководство тоже не надо исключать. Это мое мнение. Да, я, конечно, я не исключаю. Я проводил стрим. Я некоторым предлагал, некоторые отказались в силу разных обстоятельств. Но Ахмед Закаев не отказался. И, конечно, мы проведем. Будем говорить. Я открыт для всех. Батыр Батырович, самое интересное, за 300 тысяч убитых чеченцев никто не ответил. Вот об этом и речь, Батыр. Ну, я вас уверяю, ответят. Да, мула. Так, Садмин, чтоб смех Аслана не раздражал, как надо смеяться, так? Так, давайте. Море Лаптева. Я русский муслим. Хотел узнать, как обстоит вопрос по поводу беженства. В России идет угнетение верующих, особенно на мусульман. Да, ну вот вопрос очень сложный. Вот нас сейчас депортируют на явные пытки и смерть. И, конечно же, вам нужно будет предоставить доказательства, что вам угрожает море Лаптевых. Вам нужно будет предоставить доказательства, и что реально вас угнетают. Вот мы пытаемся донести, вот мы сейчас начали эту процедуру, что нас угнетают, но нас все равно выдают. И ну, это сложно доказывать, но если вы подготовитесь как к суду и сможете доказать, то, конечно же, будет все отлично. Так, Эдуард Мамедов. Аслан, есть очень много прецедентов для подачи в Европейский суд. Это очень тяжелая и длинная работа, но очень эффективно. И как только 2 или 3 судебных решения будет, все будет проще и быстрее. И да, полностью согласен, Эдуард Мамедов. Если вы говорите о том, что преступников, да, если речь идет о Европейском суде, да, то речь идет о преступниках российских. Да, мы выиграли сотни дел по этому делу против чеченских граждан, убитых российской оккупационной армией, банд армии. Но ни один из этих преступников не наказан. Вы понимаете, в каком процессе? Россия выплачивает, это как бы государство обязано выплатить, от этого им никуда не деться, да, им как бы надо как бы лицо сохранять. В этом и есть симулятор. Они часть делают, а часть не делают. Вот в чем сила, да, так сказать, вот этого режима путинского, бандитского, террористического режима. Они часть делают, и как бы, ну видите же, они что-то соблюдают. Но ни один из преступников не привлечен к ответственности. Говорят, мы не можем найти, меняют им документы, там это. Потому что Путин же сказал, что я беру всю ответственность на себя. И все. Эти все бандиты потом едут воевать в Украину, потом едут воевать в Грузию, в Сирию и так далее. Но их не наказывают. И этим он показывает, вот этот бандит Путин показывает, что
он своих не сдает. Европейские суды мы выигрывали. И много дел еще в процессе идет. Алдис Стасуланс. Аслан, латыши с вами, вы молодцы. Спасибо, Алдис, спасибо, латыши. Привет, латыши. Оманкан, Аслан, когда откроешь канал Бородалити? Кстати говоря, по поводу карты боев у нас. Карта боев практически закончена, сайт у нас есть. Сайт называется realitybaku.com. Кстати, я забыл написать его в описании, я его, как закончится эфир, напишу. realitybaku.com. Там будет и информация, там будут наши видео, там будут стримы наши, и будет отдельно вот эта карта боев там будет. realitybaku.com. Спасибо, Баркала Ичкерия Лайф. Процесс идет, там разные, я этих всех терминов не понимаю, там где-то как-то кто-то мотор, какие-то джавы там не соответствуют друг другу, и сейчас идет наладка всего этого. Поэтому давайте заходите на сайт, сохраняйте его и будем дальше работать. Кстати, обращение, да, на минут 26 я его отдельно выложу. Мне нужны молодые люди, обращаюсь к вам, мне нужны молодые люди, которые будут помогать в управлении сайтом и другие, в том числе и мои переводчики, которые мне переводят тексты, и другие ребята. Я прошу отозваться, кто готов принять в нашей работе какое-то отдельное участие. Пока оплачивать я вам ничего не смогу, но когда наш сайт будет, там у нас будет там какая-то вещь, где можно будет зарабатывать это, там с помощью рекламы, там, продажи еще каких-нибудь там нашей символики канала, допустим, там и ичкерийской символики распространять, как будем дарить ее, так и распространять, так и продавать, я смогу тогда вам что-то оплачивать. Поэтому я прошу поддержать меня и молодые ребята, которые готовы поволонтерствовать. Присоединяйтесь, будем вместе работать. Так. Так. Маждада. Дугузая просто гучуалла мандук бой дугузая вахар. Да, я полностью согласен, Маждад. Это дугузаевых, это только открыто. Но вайдух буол, мы говорим их много. На самом деле о процентном соотношении их мизер. Их мало, очень мало. Вот Дугазаев там и вот несколько вот этих людей клопообразных, их немного. Так есть, конечно, ну, еще на порядок больше, чем вот эти. Есть там 8, там 10 человек, есть, ну, может, там еще 50 человек наберется, которые скрытные. Поэтому их не так уж много, но все равно их много. Да, как это ни странно сказала, как казалось бы. Так, ну, да, все, ну, хауян хуш мадой, девре свой. Казбек Цумая, дугазе ахичтем махуйца астаму. Уден ританас, девидич ажуатсо. Адам Гакаев, Аслан Волшвом бесплатным. Адам, напиши мне в e-mail, под описанием видео есть e-mail, интернет, Лиля, там надо будет новости закладывать, убирать и так далее. И, ну, как бы, собирать информацию, что Джимбоба, мне это немного, не накладно, если мы чуть-чуть распределим между собой работу, это вообще будет не накладно, даже интересно будет,
каждый примет в этом участие. И это будет анонимно. Никого данные я никому никогда не распространю. Ну, конечно же, мне нужны тоже люди, которым я могу доверять. Так, Дейл Рейскуль Адам, какая, кстати. Напиши обязательно мне в e-mail. Джордж Харрисон, Асан, чтобы не быть осужденными за свои преступления над нашим народом и над другими российскими людьми, может сделать ход конем, пойти на такие уступки Западу, что Запад закроет глаза на все ради своей выгоды. Да, конечно, может. Да Запад уже закрыл. Куда еще больше, когда сам геноцид шел, уже закрыл. Но, знаете, система как? Путин стареет. А нам ведь важно же не лично там наказать Путина, да, правосудие это ценится не в том, что вот именно вот наказать этого человека, конечно, хорошо, когда он пострадает и будет наказан за свои злодеяния. Важен сам факт, юридический факт привлечения ответственности за целым народом. Пока мы не привлечем к ответственности коллаборантов, всех, кто в крови замешан, оккупантов, наше государство не до конца сформировавшееся государство будет. Да, нам пришлось пережить геноцид, да, мы потеряли, колоссальный урон понесли, но мы должны всех привлечь к ответственности. Так что вот такие вот дела. Мы должны всех привлечь. И привлечем. Здорово, что на канале Аслан объединяются заодно люди разных национальностей, народов и вероисповеданий. Да, главное, мы за добро, значит, и за право, за международное право. Так, Асадулла Али, Аслан Аллаху Алшвойл Унава, Дел Рейс Масу Вайлвай Дел Алш. Так, Давид Крекеров, привет с Абхазии, что у вас нового? Что Дауда там истерил, Шараза все, кому читает, на что пришел, работу новую нашел. Привет, Абхазия, ничего, немного понял. Так, что за нападение случилось? Объясни. Я чуть ранее объяснял, на Мовсара из Кирханова совершено нападение с применением холодного оружия. Так, господа, мы уже говорим 1,5 часа. Я думаю, на этом мы прекратим наш эфир. Приятно было отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что задаете вопросы. Распространяйте видео, привлекайте внимание к нашей проблеме, защите наших прав. Мы обязательно защитим свои права, у нас есть для этого все основания. Прошу всех распространить информацию по поводу митинга, марша, который будет со Страсбурга в Женеву. Описание, реквизиты для помощи для этого под этим видео реквизиты вы найдете. Отправить Сайдамину Ибрагимову на счет для поддержки. Более того, я отдельно сделаю видео по этому поводу, и, конечно же, мы это будем все распространять. Да, Аллах. Все, всем спокойной ночи. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. До понедельника.